привет! Мы решили отправиться сегодня в Нюрнберг. Вот едем. Видите, все такое зеленое, все такое красивое. Кусты, поля, кусты, лето, красота. Я с собой взяла сегодня полученный оракул Билайн. Такой оракул. Сижу, изучаю, и оказывается, есть такой вот момент, да, что этот оракул был найден, именно найден его рукопись по преданию. Сейчас скажу, в каком году. Сейчас найдем. Да, вот. Так, значит, и вот так. Сейчас скажу. В общем, вот мужчина, вот этот мужчина, он общался, я так поняла, с ясновидящей. И сейчас я тут читала. Он на французском просто, я не знаю же французского, я переводила, сидела. Сейчас. Вот, значит, вот этот мужчина. Чарльз Эрнест Билаудот. Вот. Он общался с ясновидящей. Или наоборот, кто-то другой общался. Подожди. Всем привет! Мы решили отправиться в Нюрнберг. Лето, красота, ляпота, поля зеленые, кусты. И, конечно, хорошая погода, замечательная погода. Вы знаете, у нас в Германии держится на уровне 23-25 вот так, градусов. И, конечно, для прогулок, для жизни, для самочувствия это самая лучшая погода на свете. Лучше, чем такая температура воздуха, наверное, ничего в этой жизни не придумаешь. Вот. И поэтому мы решили вот поехать, потому что мы очень долго болели. Еще у меня муж до сих пор болеет. Это называется зомергриппе. Летний грипп. Есть такая штука. Это к гриппу никак не относится, это понятие. В общем, в Европе, в Германии летнюю простуду любого рода называют зомергриппе. Вот. И обычно летом люди не простывают и не болеют. Зомергриппе это возникает такая простуда, насморк, кашель, там горло болит. Бывает без температуры, бывает с температурой, но чаще всего без температуры проходит. Однако вот все вот эти вот проявления, они происходят потому, что у людей по какой-то причине ослабился иммунитет. Вот. И вот так мы заболели. У нас от чего-то ослабился иммунитет. У меня, кстати, очень какие-то не очень хорошие анализы и все такое прочее. И, соответственно, мы сразу же подцепили зомергриппе. Ну, или если по-русски сказать, то это заболевание можно называть насморк, например, или простая простуда, какое-то ОРВИ, ОРЗ и так далее. Кто как назовет на самом деле. Вот. Это никак не лечится. Только употребляются такие препараты, как, допустим, капли в нос, сосательные таблетки от горла, вот, чтобы оно не болело, там, да, или что-то от кашля, если вы кашляете. Конечно, не употребляется ничего от температуры, но мой муж пил гриппостат. Гриппостат – это препарат комплексный, там входят штуки всякие, типа или парацетамол, или забыла, как он. Парацетамол, лоротидин от аллергии, от насморка какие-то штуки. В общем, это как комплекс всего понемножку. В России это можно сравнить с цитрамоном, да? Нет. А с чем? С всякими пакетиками, да. Терафлю, да? Терафлю какие-нибудь, да? Вот ринза, знаете, пакетики. А здесь не пакетики, но капсулы, но то же самое. Вот. И, в общем, мы вот так вот, мой муж это пил, мне это нельзя пить совершенно, то есть у меня никакой переносимости к такому препарату нет. И я справлялась просто сама, а мой муж вот даже вот такими, вот, гриппостатом, но так получилось, что еще не оправился до сих пор. И вот как-то так открылась у нас защита, да, вот такая иммунная защита, что мы вот так заболели.
Но, слава богу, мы уже даже не заразные, наверное. Ну, я точно нет. Вот. Владимир Николаевич, ну, я думаю, что тоже, наверное, нет. Уже такие, ну, как один день ему осталось, может вот так поболеть максимум. Еще какие-то там красные глаза, да. И мы решили отправиться, поехать там куда-то прогуляться, сходить в наш любимый, может быть, парк, или сходить в Талию, в магазин книжный. А еще мне нужно в Мюллер. Вот. Ну, в общем, вот так мы прогуляемся. У меня сын там тоже у девушки ночевал. Вот надо его забрать или их вместе, если мы их вообще сможем вытащить. Им по 16, и они, ну, постоянно, сейчас каникулы, до 11 числа они гуляют там, ночуют друг у друга, потому что они парень с девушкой. Конечно, их трудно куда-то там схватить, тащить там, да, друг от друга, или забрать. Там у девушки курсы постоянно какие-то, то математика, то английский, то немецкий, дополнительные. Вот. И она привязана к своему дому, к Нюрнбергу. Вот там видели, там маки мы проехали. Вот, а я вот изучаю оракул Билайн. Я сегодня его получила, вот такой оракул Билайн. Но сначала даже начала вам диктовать, потом вся запуталась. В общем, оракул очень-очень красивый. Вот реально у него, вот он прям качественно сделанный, золотым краем. На самом деле, это вот эта версия оракула Билайн, она самая красивая. Потому что обычно есть вот, ну как, оракул Билайн, это такой же, гораздо популярнее, наверное, оракул во Франции, чем Ленорман. Хотя вы знаете, что Ленорман во Франции, конечно же, тоже вообще очень популярен, да? Но на самом деле Билайн гораздо популярнее. Вот здесь есть голубая карта. Ее каждый, конечно, изображает по-разному. Здесь это лестница в небо, да? Такая голубая карта. Да, он состоит из 53 карт. Дальше, значит, карта благословения или ключ, да, вот такая. И мужчина, звезда мужчины, значит, и звезда женщины. А остальные 49 карт, 7 по 7, да, разделены на символы планет. То есть Солнце, видите, вот видите, вот этот символ, это символ Солнца. Вот 7 карт Солнца, 7 карт Меркурия, 7 карт Венеры, Сатурна, Марса, Юпитера, Меркурий я уже сказала. Вот смотрите, Солнце, значит, Венера, Сатурн, Меркурий, Юпитер, наверное, так, Марс и Луна, да, наверное, так, вот, что такое. И, в общем, вот такие вот 7 по 7 они сделаны, значит, и очень красивые, конечно, карты, я их буду все, ну, книгу эту читать, изучать, она небольшая совершенно книга, вот, и, значит, вот видите, Луна пошла, очень красивая карта. Реально, просто есть версии этого оракула, ну, совсем обычные. Вы можете в интернете посмотреть. А вот Виталий Зайченко, это автор из России, он когда-то в 2000 каком-то году, по-моему, в 3-м или 7-м вообще, взял и скопировал. Он назвал свой, будто бы свой оракул, сейчас скажу снова, «Сюрпризы фортуны». Он назвал его вот такой оракул. И написал книгу, ну как написал, скорее всего, где-то он ее скопировал, да, перевод просто сделал с французского, допустим, языка, и издал в России книгу и оракул свой вот этот, но назвал его по-другому. Все карты полностью из оракула Белины, вот это Билин, да, Белин, вот. Но единственное, что вот он, ну как его можно сказать, плагиатил, да. Но как бы его не обвиняли, вот этого Виталия Зайченко, я очень хочу его книгу на русском языке, потому что вот эта книга, которую здесь привели, да, вот в этом оракуле, совершенно мало по каждой карте написано, да. А он где-то нашел информацию, ну вот по оракулу Белин, да, Белин, извиняюсь, Билайн, я выпущу, Билайн, почему Билайн? Ну, потому что вот так прям по-английски произносится, за Белине, да, Белин, вот. На самом деле по ней очень много книг, поэтому оракулу просто куча книг, но их же покупать надо, и они все, их надо переводить, потому что я не знаю французского, да, а Зайченко сделал все за меня, понимаете, и
И, конечно, хочется купить Зайченко, конечно, хочется. Или найти, или скачать, или еще что-то. Книга старая, в интернет-ресурсах она, естественно, есть. Вот поищу электронную книгу, хочу ее прочитать более в таком полном варианте, потому что там по каждой карте ого-го сколько написано, товарищ постарался. Переводил, сидел, пыхтел, да, потом продавал. Вот. И у него, конечно, красивые карты тоже. Вот разные же есть версии Ленорман, вот также есть разные версии этой Беллины. Но у него красивые, но эти красивее, конечно. Вот те, которые я взяла, они очень красивые. Дорогие, конечно, дорогие, золотым краем, все. Вот. Ну и в общем с этим оракулом Беллины очень загадочная история, да. «Забери эту рукопись, или я ее сожгу», она называется. В общем, история странная, загадочная. Оракул на самом деле чуть не попал в забвение. Консультант Марселя Форже, известная как Беллин, она была провидицей в Париже в 1950-х годах. Она хотела избавиться от некоторых вещей и нашла странную рукопись среди пыльных старых книг. И вот эта вот провидица, да, она этого как спросила, получается, какого-то человека. Нет. Вот я опять не понимаю, кого она спросила. Вот, ну вот что-то такое. Смотрите, она спросила Марселя Форже и спросила. Она спросила, вот не хочет ли он приобрести публикации этой рукописи, иначе она ее сожжет. Вот как было. Она его спросила, Марселя Форже. И она настояла, это ясновидящая Беллин. И когда он увидел эту рукопись, каково же было его удивление, там он увидел, что это рукопись мага Эдмонда, настоящее имя которого было Жюль Шарль Эрнест Биодо. Вот. И он жил в 1829-1881 годах. Он и создал этот оракул, и это была его рукопись. Вот. А для Беллин это вот крупная работа, да, сослужила в итоге второе дыхание, перенесло ее в новый век. Вот так. Только я так и не помню, Марсель Форже решил выкинуть оракул или Беллин решила выкинуть оракул. Французский перевод просто меня поражает. Но на самом деле самое главное, да, что кто-то хотел выкинуть, а в итоге нашло вторую жизнь. Понимаете, вот такая мистическая история. Да? В общем, когда я это все изучу, я буду это знать более подробно. Но, я так понимаю, Зайченко об этом не написал, чтобы не выдать себя. Однако он хорошо описал карты, я найду его книгу. Здесь, конечно, я тоже перевод почитаю вот этой книжки, да, там небольшие есть тексты по поводу каждой карты. Но самое главное — это найти Зайченко. Мы вылезли из поезда. Мы живем совершенно недалеко от Нюрнберга, но нужно ехать немножко на поезде. Вот. Можно сказать, что мы живем очень-очень рядом в соседнем городе. И вот мы часто сюда поэтому приезжаем. Идем. Мы пошли сначала в магазин Мюллер. Мы хотим найти зарядный блок переносной, чтобы заряжать наши телефоны в дороге. Потому что я раз и разрядила половину айфона. Просто в дороге, пока ехала. Вот. И потом мы пойдем в Талию. Нежный магазин мой любимый. Еще в Кик нужно провода теперь еще. Вот если мы купим зарядный блок, то нам нужны переходники, провода для этого, чтобы заряжать iPhone. Потому что зарядный блок подходит, я так поняла, только для андроида, что ли. Всякие цветы и продают васильки, представляете, васильки и ромашки, и ну, что типа маргариток, да. И вон там еще эти пионы. Я и то, и другое хочу, и третье, и пятое, и десятое. На обратном пути надо обязательно купить. Вот мы тут в Лоренскирхе, это церковь Святого Лаврентия. Мы заходим в Мюллер, хотим там поискать батарею.
батарею. На какой этаж? На каком этаже батарея, как ты подозреваешь? Батарея на На второй, третий? третий. Второй, третий? Ну вот туда и пойдем. Здесь сегодня очень-очень много людей. Здесь смотреть. На втором, да, этаже? Ты поищи батарею, а я схожу в Фанкопоп. Смотри переходник там, чтобы сразу дырочка была для айфона. Да, А я пойду поищу Фанкопоп. Смотрю, что есть. Вот тут еще есть Лего Звездные войны. Раньше мой сынок это все любил. Но теперь ему 16. У него есть девушка. И он перестал играть в игрушки. Это так ужасно. Вы не представляете, как мне этажом выше. Ну ты сходи, я пока игрушки посмотрю. Как мне из-за этого тяжело и плохо. Я все время думаю об этом. Я даже мучаюсь от этого. Что мой сынок, что у него проблемы какие-то по здоровью еще начались. Боже мой. Что нас даже отправили по направлению к онкологу. Боже, это ужасно. И вот. И единственное, что он еще признает, это фигурки вот такие. А я всячески поддерживаю, чтобы он еще хоть немножечко остался где-то там. Но это чисто уже из-за меня, конечно. Ой, какой интересный. Моя геройская академия. Ну, я такого еще не видела, товарищи. Дети очень быстро растут, очень. Это невыносимо, я вам скажу. Очень грустно, хочется плакать. Вот. Тут Наруто есть. Но это у нас все есть. А нам нужен Боруто. Ой, а тут вот есть, смотрите, маленькие фигурки. Но только Каваки остался. Из моей геройской академии вообще какой-то Твайс. Не знаю, кто это такой. Вот. Я вообще в них плохо, конечно, разбираюсь. Вот тут еще Дарт Вейдер. Дарт Вейдер примечательный, конечно. Выглядит неплохо, но вот этот. А то что-то голова свернута, по-моему. Вот. Маленькие фигурки вот эти тоже очень классные, конечно. Так, ну что, поищем Боруто. Боруточка. Зря я присела и встала. Ой, так. Звездные войны. Марвел, снеговик, что ли? Что вообще такое интересное. Вот тут еще много из моей геройской академии товарищей. Мы батарею за 25 евро. Тут вот сейчас ходим, смотрим колечки, всякие штучки. Смотрите, какие красивые. Сколько такое колечко стоит? 7 евро. Но это бижутерия, естественно. Понятно. И сколько? 6 евро. Такая. 6 евро. Ну, красивые, конечно, колечки, сережечки. Всякие на ногу браслетики, видите? Вот тут эти серьги разнообразные. Тут еще такое колечко есть прикольное, да? 8 евро стоит. 2, по-моему, да, вместе. 2 колечка. Можно одно носить, как одно, можно тогда. Камешек, сердечко, 6 евро. Сережечки, смотрите, вот такие красивые. Там сережечки. Сколько они стоят? 8 евро стоят такие сережечки. А такие с лунами. Сколько? Такие 5 евро стоят. В общем, вот так. Интересно. Бижутерию рассматриваю. Сколько бижутерии. Много. Заехала в магазин Италия. Тут хожу по этажам. Все рассматриваю. Разглядываю. Иду в отдел эзотерики. Это мой муж.
потерялся. Но сейчас я его найду. Встретилась со своим сыном, купила ему вещи. Зато теперь я буду эти вещи таскать, видимо, в пакете. Вот, значит, на стойке все, что есть у меня. Такие карты и камушки. Такие интересные камушки. И тут еще вот всякие штучки. Тут второй ведьм отдельно выкладывают. И карты. Вот такая полочка с картами. Вот этот оракул мне пришел сегодня, слава богу. Я его заказывала в другом месте. Дешевле получилось, чем 28 евро. Вот. Тоже всякие оракулы. Ну, сегодня, получается, нет того, чтобы я купила, потому что, ну, практически все это у меня уже есть. Все, что тут есть, практически все у меня есть. Мистик Палета Таро тоже есть. Вот. Но, конечно, это все очень заманчиво. Постоянно ходишь, постоянно смотришь, а вдруг что-то новое придет. Это тут интересное, видите? Оракул драконов. Аж красивый какой. Его у меня нет, но я его сегодня не планирую покупать. Тут Good Karma Таро поставили сюда почему-то. Заманчивая книга. Все время на нее смотрю. Вот. И пошли в Кик искать провод для айфона. Вот эта штучка, которую мы купили за 25 евро, она заряжает только андроиды. Проводочек для андроида там есть, все можно заряжать, но iPhone зарядить невозможно. И поэтому нам нужен переходник и провод для айфона. Вот так. Видите, как все сложно-то в этом мире. Не так-то просто зарядить телефон переносной штуковиной. Но это было бы очень полезно для меня, потому что я на улице и видео записываю, и все такое. И, конечно, хочется иногда подзарядиться, потому что раз и любые вот записи видео, да, иду по городу записывать, да, все сразу же разряжается уже почти в ноль. И вот как. Поэтому сейчас где-то тут Кик совсем недалеко. Следующий Таллин. Следующий пролет. Здесь ремонт. Ремонт. А мы сможем повернуть? Ну, мы, наверное, с той стороны пройдем, да? Сейчас, кстати, столько ремонтов. Вообще, немцы ремонтируют дороги только летом. Вы помните? Ну, или, если уж совсем авария, могут в другое время года, но будет сухо обязательно на улице. Если мокро, они даже не будут браться. Сами понимаете, почему. Потому что наши... Нет, следующий. Потому что наши все сделали на дожде и на снеге. И в итоге все дороги развалились, да? Они так никогда не делают. Лето, сухо, никаких дождей не предвидится. Они ремонтируют сразу же здания, дороги. Все перекладывают, все плитку меняют, все. Асфальтное покрытие. И правильно делают. Шли в Кик, переходим дорогу. И идем. Тут очень красиво всегда. Всякие гномы, цветы искусственные. Вот они. Вот это то, что нам нужно. Тут, кстати, вот это вот тоже ведь, да, зарядник, нет? А он Или это корпус? Нет, Чехол. зарядник. Он без этого, без быстрой зарядки. Ну и что? Зато тут есть, Ну, да, он вход сколько? для айфона? Нет. Ну, как? Ну, это обычный. А, это не для айфона? Нет. Поняла. Вот Так, ну ищи. айфоновский, Это айфоновский 2,49, кабель, да? Так, а переходник ты сказал какой-то Ну вот должен? это он и нужен нам. А, это и есть вот эта штучка, она вставится, да? Да, А это мой кабель, да? да. Все. Давай розовый тебе возьму.
Розовый видно? Хорошо, давай розовый. Нужно еще посмотреть Lighting USB Type-C. А это зачем? Просто хочу посмотреть, если есть, лучше ее взять. Посмотри. Ага, что это такое? Светящийся провод или Нет, что? Lighting, вот этот разъем айфона А, называется. лайтинг. А вот это лади. Нет? Не, А вон то. Вот это? Нет? нет, это USB Type-C. А, нет, это micro-USB. Вот такого плана, но вот этот Ну возьмем. да ладно, этот возьмем и все. По крайней мере, Давай немножко зарядиться можно. прогуляюсь по магазину, покажу, что тут есть. Интересно же. Всякие краски, штучки. Вот это магазин, типа, знаете, тысячи мелочей, да? Всякое, вот для сада светящиеся с глазами. И рамки, свечи для могил. Вот это вот все свечи для могил, а это просто свечи-таблетки. Тут вот есть такое интересное морское зеркало, всякие фигурки. Ой, Эншурикин. Дальше, значит, вот такие штучки, игрушки всякие, куклы. Вот это все и все дешевое, конечно, все дешевое такое интересное. Вот. А тут вот детская одежда, всякие сандалики. Вот тут пледы, видите? Вот, все маленькие ботиночки всякие. Тут носочки. Можно всяких там носков накупить себе, если хочется. Всякие дешевые. Как дешевые? В Германии нет дешевых носков, в принципе. Но все-таки они дешевле, чем в других магазинах, знаете ли. Всякие трусы, всякие вот куртки детские, тоже женские, белье для больших размеров. Секции для хранения, видите? Господи, чего тут только нет. У меня это тоже уже все есть. Коврики. Вот там куча пледов всяких. А тут пуфики, представляете? Тут уже мужская одежда всякая. Видите, по 4 евро футболки, 5. То есть все дешевое, очень дешевое. Постельное дешевое, белье дешевое. Огромные трусы. Для меня вот это. Это для меня. Всякие вот мужские. Видите? Все есть. Господи. В Германии, если ты чего-то, тебе кажется, у тебя нет, ты можешь купить это просто за пару там евро. Тебе кажется, что у тебя не хватает одежды, не смеши меня. Ты можешь пойти в Кик, купить себе гору одежды там за копейки. Там вот около Вайстурм готовят какой-то фестиваль. А мы собираемся здесь у башни и фонтана. Это называется брачная карусель. Да? Так называется вроде? Или я перепутала опять? В общем, фонтан чудовища я его называю. Мы будем сейчас тут пытаться попить кофе в Дербеке. Не знаю, получится или нет. Наверное, все занято, но попытаемся. По крайней мере, в Макдональдс есть вегетарианский бургер, потому что здесь такая очередь, во-первых. Ну, в Макдональдсе тоже огромная очередь. Но здесь я поняла, что из-за загруженности не сделают хороший кофе. А для меня это первостепенно. Я не покупаю плохой, не хочу. Да, и когда работники загружены, вот запомните, и они сами делают пенку для капучино, они ее нормально не сделают. Просто бухнут вам такой полувзбитый. И кофе будет холодный, полувзбитая пенка, которая, ну, не пенка уже. И кофе будет очень невкусный. И мы уже это много раз прошли. И решили, что, ну, наверное, оно того не стоит, да. Пойдем лучше в Макдак. Там съедим вегетарианский обед. Взяли 2 вегетарианских сета в Макдональдсе, картошка, вегетарианский бургер и большая кола. Да, большая же кола, пол-литра. Лайт, да? Кола лайт ты взял? Да, лайт. А вот это стоит 8 евро на одного человека. Вот это все 16 евро. Метро, Штатбанк. Вот у нас следующая будет Ратенауплац, а потом Ренвик. Наша остановка, она приводит в Штатбанк, к городскому. Вот мы вышли на Ренвик. Это такое вот метро здесь. И сейчас мы выйдем, там будет фонтан, а потом там
нужно будет купить воды. Мы купили в аптеке Лорет-1. Он здесь называется в Германии Лорано. Стоит он 4,95. В упаковке 7 таблеток. Вот. Мы купили. И Вова выпьет от аллергии, потому что, ну, когда вот какие-то у вас даже вот простудные, видите, инфекции, да, вот если что-то, ну, там насморк очень сильный, все, выпейте сразу же таблетку от аллергии. Это очень важно, потому что это очень хорошо убирает вот эти симптомы. То есть не только препараты от простуды, а от аллергии тоже, потому что люди обычно очень сильно аллергично реагируют на бактерии и вирусы. Уже в штат-парке. Тут цветут рододендроны, всякие цветы, естественно. Идет небольшой кое-где ремонт всяких вот этих штук. Ретро-ваз. Люди отдыхают, видите, на таких шезлонгах прикольных. Вот, а мы сейчас пойдем вон туда. Вот туда куда-то пойдем. Найдем себе место для покрывала. Расстелимся, сядем и будем кайфовать от жизни. Видите, кто-то что-то мелом рисовал. Солнышко, птички, мама, лошадь, единорог. Луиза написано. Луиза, значит, рисовала. У нас тоже есть Луиза. Наша маленькая. Луизочка есть тоже, да. Племянница. Вон там, видите, фонтан Меркурий. Ой, как Меркурий, почему Меркурий? Нептун. Не Меркурий. Пойдем по этим штучкам пройдем. Пошли по дорожкам, прикольно. Здесь, где мостики, тоже должны быть фонтанчики, но они... Ой, какие лавочки тут интимные. Смотри, Вова, как. Ты думаешь? Не, пошли дальше. Я хочу расстелить коврик. Пошли. Я вообще люблю у воды сидеть, если честно. Хорошо. Вот самое мое, это мой фетиш, как говорят. Самое мое классное, вот то, что я люблю, это воду. Когда я уезжала с моря, я до сих пор плакаю периодически из-за того, что я жила на море. И сейчас я там не живу. И буду плакать, мне кажется, пока не перееду к морю снова. Вот. Ну или, по крайней мере, пока мы не съездим к морю. К какому-нибудь любому морю. Моя мечта. Вообще, учитывая, что у нас все в Одессе, я хочу в Одессу. Конечно, я хочу в Одессу. К Черному морю. Но чтобы оно было свободным от всяких там, кто вообще покушался на наше море, как им не стыдно. Да. Я хочу в Одессу, я хочу к нашему морю, к Черному, конечно. Это моя мечта, да. И вообще гулять там каждый день, провести там много времени. Не говорю, что всю жизнь, но провести много времени там хочу. Летом хорошо. Летом. Весна, лето и осень в Одессе прекрасны. Я хочу туда. Вот что я хочу. Хочу мира на земле. Хочу, чтобы все было, ну, не обязательно как раньше, но чтобы мы были свободны, по крайней мере, от любых условностей. Могли передвигаться куда хотим, жить где хотим и все такое прочее. Это моя мечта. Ищем место. Ищем местечко себе, да. Вот тут неплохо, вон там неплохо. А мы там, наверное, под деревом с тобой расположимся где-то вот там подальше, вот на втором пруде. Мне нравится, где мы там, ну, часто там сидим с тобой. Угу. Не на этом пруду, а на втором пруду. Да. Я понимаю, Вот. о чем речь. Такие цветочки, Открыли красота. кафе. Ой, какая кафе, смотрите, какая кафешка. Там вот под деревом все сидят, и классно вообще. Я знаю, что мы сможем где-нибудь попить кофе, да, Вова? Ну, Может быть и здесь, а почему нет? Сварят нам кофе. Но если ты боишься пить молоко, мы же можем тассы кофе заказать. Тассы кофе
в Германии. Это обычный черный кофе американо. А слова американо в Германии не существует. Можете себе представить? Вот так. Люди с Морси там тоже. Где? Где? Ух ты! Правда! Мопсики, мопсики. Очень похож, Да. правда, Демида. Демида с собой нельзя. Стричь мопсов запрещено, помните об этом. Мой муж говорит неправду. Мопс не стригучая собака. Не стригущаяся собака, которую нельзя стричь. Смотри, есть вариант вот то дерево. Но Вот. там, То дерево там меня сидят, устраивает. где мы последний Меня вот раз это дерево устраивает. пойдем. Ага, мы обойдем там, да? А то я уже хотела брызгаться от клеща. Я взяла с собой от клеща спрей. Понимаете? И я там все сейчас сбрызгаю, чтобы можно было мне не переживать. Потому что здесь столько клещей. Ужас, сколько клещей, честно. Они не успевают выгорать, потому что здесь очень много растительности, приятный мягкий климат, очень комфортный, как для людей, так и для клещей. Здесь, конечно, есть очень много птиц, но Птиц, я теперь поняла, почему здесь так много птиц. Потому что им есть что пожрать. Есть не только клещи, а целая куча различных насекомых, которым очень комфортно в этом климате. Прям рай. И, естественно, раз им рай, они размножаются вовсю. Вот. Радостные, счастливые такие насекомые. Вот, и это, конечно, надо от них защищаться. Ну, когда Демида 2 раза уже укусил клещ в этом году, я его лично руками выворачивала. Почему-то не против его часовой стрелки. Ну, там уже, знаете, в таких экстремальных условиях не сообразишь, в какую сторону вертеть. Так же, как когда рулишь за рулем, тоже не знаешь, где право и где лево, потому что ты женщина. Вот, и тут то же самое, экстремальные условия. Я испугалась, увидела клеща, давай его выворачивать, он вывернулся. Голову я тоже у него достала, все было нормально. Но за собаку мы боялись очень, я вам скажу, очень. Тут у нас пасутся гуси, гусинки. И теперь пасемся здесь мы. Подожди, Вов, если я лежу и не жужжу. Уже записала одно видео. Вот тут, видите, у нас тут коврик. И вот так, смотрите, вот так ложишься на коврик. И вверху дерево. Клен. И ничего больше не надо, потому что есть клен, есть я, есть вода, которая шумит, понимаете? Коврик, муж. Вот. И вообще все вот так, да. Так мы, значит, посидели, собрали свои вещички. И вот тут вот идем. Вот видите, тут такие розы. Такой куст интересный. Тут шиповник всякий. Видите, какая красотень. Тут вот какие-то еще розовые цветы. Тут дети играют. Тут вот красные розы. Белые розы и красные. Такие красивые. Вообще прелесть. Видите? Красота. давай отойдем с велодорожки. С велодорожки. Да ладно. Никого же нет вроде бы. Есть. Вот. Сейчас зайдем в туалет местный парка и поедем на метро на вокзал. Так здесь красиво, так хорошо. Мне очень нравится здесь записывать видео. А вот же стрелочка. Нет, вот там. Там? Ладно. Ну, в принципе, здесь, но вот там дальше. Ну, тут просто сюда стрелочка, главное. И 200 метров написано. Вот дорожка там, с той стороны. А, хорошо. Здесь кафешка тогда была закрыта, когда мы в прошлый раз приходили. Я записала, значит, первое видео, что произойдет со дня на день. И второе, как
выйти из трудной ситуации или решить какую-то тяжелую проблему. Вот второе видео. Первое видео было на оракуле вот этой Белины. Или Белин, как он. Ясновидящей вот этой, да? Типа. А второй на городские легенды Кипера Леси Веселовой. Которая благородно мне когда-то даже отправила его. И еще 2 колоды свои. Так что я сегодня вот взяла их с собой. Городские эти легенды. Ну, мне нравится эта колода, конечно, очень красивая такая. Хоть она и небольшая, такая карманная, да. Удобно вот ее с собой носить. И она красивая. Люди сидят, видите. Вообще так тихо, спокойно, хорошо. И везде пахнет только цветами. Прелесть. Ой, как хорошо пахнет. Сейчас еще акация цветет белая. И вот это тоже отдельно примечательно, потому что акации, ну, прям безумно хорошо пахнет. Даже взяли, зашли в книжный магазин. И я нашла здесь оракул хиромантии. 15 евро стоит. Хочу взять. Интересно же. Прикольно. 50 км. И потихоньку едем, взбираясь в гору на поезде. И вот я этот оракул вскрыла, значит, пока в дороге еду. Оракул хиромантии. Да, такой вот. Тут, значит, внутри была вот такая книжечка. Видите, она, значит, полностью цветная. Внутри все описывается, да, вот. На немецком. Дальше, значит, вот тут вот в самой коробочке оказалось вот такое странное дно. Я так понимаю, коробочка совершенно не соответствовала размеру, поэтому дно решили увеличить. И дальше, значит, вот такие, еще одна коробочка, еще одна упаковка. И там внутри карты. Их 50 штук. Открой, пожалуйста. Сейчас Владимир Николаевич откроет. Сложно открываются. Я могу только своими когтями их повредить, и не более того. Вот. И я, значит, через переводчик большую часть переводила, потому что я, когда перелистывала карты, ну, пересматривала, да, давай, то я половину знала, значит, слов, а половину было трудно. Ой, надеюсь, они по порядку. Вот. Эти такие вот карты. Такие интересные карты, значит. Видите? И вот, значит, как сейчас можно вот так сделать, да, чтобы вам показать. Я могу переводить. Нет, мне не это надо. Ну, зачитывай снизу, да и все. Значит, вихрь. Дальше. Где? Ага. Неправильно, да? Получается, они их... Нет, все правильно, нет, по порядку лежат, все. Книга, да? Только вот как же эта книга? Это не книга, боги. Разве же это книга? Значит, неправильно перевело дальше. Следующий, значит, петля. Все правильно, петля это переводится. Дальше получается... Таинственный крест. Таинственный крест. Точка. Это я уже знаю. Это слово не... Сетка. Сетка. Это звезда у нас. Звезда. Дальше квадрат. Это все знаки на руке, естественно, да? А вот эта цепь, наверное, да, Вов? Ну, тут переводит как двое из нас. Нет, кетен это цепь должна быть. Цепь. Но если двое из нас, то не знаю, что это значит вообще тогда. Но видите, цепь же нарисована. Дальше. Тут забота переводится, не знаю. Зорген. Забота. Забота.
Ну, может быть, не знаю, Зорген. Вот пишите, кто знает это слово. Я не все слова еще знаю, естественно, господи. Это слово путешествие должно быть, да? Да, Путешествие. Дальше, значит, привязанность. Да, привязанность. Странное письмо. Выглядит как письмо. Ну, посмотрим потом значение тоже. Это у нас влияние. влияние. Переводит как влияние, не знаю. Переводит как влияние. Но это мы через переводчик переводили. Дальше. Пояс Венеры. Пояс Венеры, да? Венерин пояс. Дальше время. Это точно я уже знаю, как переводится, да? Солнце. Повязка на руку или армбанд. Браслет. Браслет, Да, наверное. Браслет. Или браслеты. Вот вы знаете, вот эти линии, скорее всего, да, вот которые вот эти браслеты. Потому что мы же оракул хиромантии взяли. Вот здесь браслеты есть. Вот эти вот. Хорошо. Млечный путь. Вот это Млечный путь. Интуиция. Интуиция. Но мы видим здесь, видите, глаз. Вот действительно так и есть. На руке бывают глаза. Вот видите, он у меня есть. Вот. И вот здесь очень хорошо видно. Если вы увидите, поймете, о чем я говорю. Обезьяна. Вы, кстати, посмотрите на своей руке, есть ли у вас глаз. Если есть, то у вас очень богатая интуиция. Кольцо Соломона. Показано, видите, где оно, да? Здесь. Есть ли оно у вас, да? У меня нету. Так. Не перевело. Не перевело. Марс, Бене. Что-то с Марсом связано, да? Марс и Бене. Так и перевело. Марс и Бене. Ну ладно. Дальше. Судьбы нет. Доступно. Что-то судьба какая-то недоступная. Да? Судьба, двоеточие, недоступна. Интересно. Дальше. Судьба опять, да? Пара. Угу. Дальше. Вниз идем. Судьба, просто судьба. Угу. Дальше, значит, голова, сон. Сон, да. Ага. Голова, гармония. Голова, гармония. Голова. Вот это меня Причина. Причина? Ну, значит, причина. Это сердце у нас, да? Это жизнь. Ребен. Жизнь. А это? Ну, лунная гора должна быть. Да, она так и перевелась Мондберг. Ну, лунная гора. Луна и гора, да. Лунная гора, 100%. Красивая карта, мне нравится. А вот это гора Венеры, я так понимаю. Холм. Точно. Вот это лунный холм, а это холм Венеры. Есть же такое понятие в хиромантии, естественно. Это Меркурий. Это Аполлон. Это Сатурн. Это Юпитер. Это Марс. Цвайги. Это что у нас цвайги? Ветви? Угу. Странно. Ладно. Я вообще думала птичка. Я не помню, как птичка. Штамм. Штамм, что это такое? После ветвей. Племя? Не знаю насчет племени. По-моему, это дерево и белка. Корни, может, какие-нибудь. Ага, дальше. Корень, вот. Это корень. Это корень. Ясно. Значит, там ствол. А там ствол, наверное, корень. Или ветки есть. Ветки, ствол и корень. Все же понятно. Вода. Это воздух. Это огонь. Ой, земля. Земля, неправильно. А вот это фойер. Это ногти, я так понимаю. И ногти переводят, да? Ну да, ногти. Но на самом деле ногти. Он неправильно Гвозди. Нет. Кстати, я тоже замечала. Я когда искала там лак для ногтей, по-моему, в интернете, и мне гвозди, все выпали гвозди, какие только есть. У них это одно и то же, представляете? Угу. Дальше. Фарби это цвет. Ой, как у меня валится. Тут мы немножко под уклоном просто поезд. А это? Твердость. Твердость. Ага, вспомнила. А это
Там что-то мягкость, Сухость. твердость, так, сухость, а потом влажность и гибкость, да? Вот это влажность, наверное, Да. а это гибкость. Вот. Вот такие карты интересные. Ну, красивая карта, мне очень понравилась. Такой оракул. Интересный оракул. Сейчас буду собирать обратно.